еще 20 числа, когда произошло первое ДТП, глава республики потребовал, чтобы разобрались с этим делом, с привлечением общественности, вот, и приняли какие-то меры для того, чтобы устранить те какие-то там недостатки, которые привели к тому дорожно-транспортному происшествию, которое было. Но мы вот результат сегодня видим. Как бы чисто информативно для всех довожу. Сразу после того поручения главы с Иваном Александровичем главой мы этот вопрос обсуждали, каким образом можно сегодня сделать для того, чтобы устранить эту колейность, которая существует на этом участке дороги. Значит, Иван Александрович поставил задачу согласовать и с дорожным агентством, реально ли это, и с подрядной организацией, реально ли сейчас, в данный момент, в эти зимний месяц, убрать эту колейность, то есть сделать, отфрезеровать эту дорогу. Мной тогда были согласованы это решение и с дорожным агентством, Прониным я разговаривал, Эдуард Владимирович, в курсе дела, наверное. Также встречался и с тем Достоем, реально ли возможно ли это сделать. Как бы было принято решение, что это можно сделать, но когда спадут морозы. Так как стояли морозы, мы, как бы, грубо говоря, честно говоря, ждали, пока спадут морозы. Расчеты все сделаны, места эти определены. Ну и вот как бы результат сегодня, первый день, когда вроде можно было приступить к работе, получили вот эту вот ситуацию. И сегодня глава республики тоже как бы звонил по этому поводу. Естественно, конечно, потребовал, чтобы мы немедленно провели какие-то работы. На этом месте встречались, были, вернее, отправлены туда и работники управления ЖКХ, совместно с подрядной организацией, совместно с сотрудниками ГИБДД, посмотрели эти участки и как бы принято решение действительно о том, чтобы эти участки отфрезеровать. Но пока на сегодняшний день температурно, как возможно, невозможно, что нам тут подрядчики скажут, которые будут работать на этом месте, но реально уже обсудили этот вопрос. Я думаю, что Олег Владимирович тоже этот скажет здесь, что на сегодняшний день вот та ситуация, когда после первой ситуации, когда произошло, там были изменены знаки, на вместо 60 поставлены 50, вместо 70 поставлены 50, но в любом случае, как бы, исходя из того, что происходит, как бы люди на это не реагируют. Сегодня мы понизим еще скорость и ужесточаем, естественно, контроль скоростного режима. В любом случае нам придется это сделать, потому что человеческие жизни, мне кажется, они дороже того временного интервала, когда человек будет добираться с или с города. Второе, по фрезерованию, мне кажется, эта идея самая, наверное, реальная на сегодняшний день, поэтому надо, чтобы подрядные организации, специалисты, дорожные агентства высказались в этом плане. Ну и я думаю, что вот моя точка зрения на будущее, учитывая, что там микрорайоны будут строиться в следующем, ну, в этом десятилетии, можно так сказать, надо, мне кажется, сразу и учитывать модернизацию этой автодороги. Темдорф, зам генерального директора. Здесь такая ситуация, значит, мы на завтра пригласили специалистов. Значит, если мы технику заведем завтра, и она поддастся какому-то регулированию, значит, тогда мы это решение завтра и примем до обеда. В всяком случае, мы надеемся, хотя по паспортным данным эта фреза работает до минус 5 градусов. Однозначно. Значит, мы определимся, может быть, будем работать в ручном режиме, но здесь необходимо обязательно учесть те параметры, чтобы там идет орошение водой, воды, конечно, не будет, там будет, значит, порядка 40, а то и 45 кубов сола. Другого не будет. Да. Григорий Николаевич, еще раз повторяю, человеческая жизнь, она не соразмеряется деньгами, вы по деньгам, вы нам озвучите цену вопроса. Значит, мы определили здесь, значит, у нас фрезерование летнее стоило порядка 120 100 квадратных метров. Здесь оно сегодня стоит 180 257 рублей 21 копейка. Это четкий расчет, это с учетом тосола, прочих дел. 100 квадратных метров. Дело не в цене, дело в работе. Если это реально возможно сделать, тем более, еще раз повторяю, мы, вот, когда вы начнете работать, там будут присутствовать и сотрудники ГИБДД, и дорожный надзор, мы это делаем. Без нас, конечно, нет. И плюс к этому, значит, нам надо обязательно с вами четко определиться, что, какую конструкцию мы должны получить. То есть иметь какой-то чертеж, утвержденный, определенный, с работниками ГАИ, может быть, дорожное агентство и прочее, чтобы это не просто убрать, ведь нам надо предусмотреть и дальнейшее. Будет
осенний период. То есть нам надо с этого участка убрать и воду обязательно. То есть нам надо уйти уклоном полностью и по обочине. То есть там должна быть понижена и весь асфальтовый слой, и обочина, чтобы у нас уходила вода, чтобы не было потом весенний период где-то скопления воды и образования на этим участкам, а там будет же картами, так сказать, огромные площади будут. То есть здесь надо будет обязательно все предусмотреть.